Всем доброго утра. Доброе утро. День 19 апреля наступил. Наступил он уже давно. Время уже у нас 6 часов мы проснулись. Пока то все 6:43. В общем, завтракаем. Завтрак у нас сегодня макароны с тушеночкой. Тушеночка, лосятинка, наверное. Вот. Ну и доедаем остатки вчерашней роскоши. Немножко салатика. Нарезка вот осталась еще. Огурчики, колбаска. Вот. Проснулись, температура была минус 5,3. Потом минус 5 уже потом было. Сейчас сколько? Минус 5,1 опять. В общем, пока минус 5 градусов. Но ветра нету, и надеюсь, сегодня будет немножко получше, поприятнее. Вот, как-то вот так. Планы мы еще вчера построили. Будем продвигаться сегодня согласно построенным вчера планам. Съездим сейчас сначала в протоку. Попробуем половить хариуса. Там бывает иногда, в прошлые старые года неплохо ловили. Вот. Потом на озеро. Проверим жерлицы. А там будет уже видно. Хотел бы еще на одно озеро, на раскаленное съездить. Там окунь более-менее крупный. Бывает неплохо ловится. Ну, посмотрим, что и как будет. Живцы у нас все почти благополучно сдохли. Надо было закинуть в тюрьму, в речку. Мы этого не сделали, хотя бутылку взяли. И не знаю. Живчики. Было очень много мальков. И живые есть, да, немного? Да. Хоть остатки надо спасти. Сейчас закинем, наверное, в речку. Там речка уже открыта частично. И... Ну что, и завтракаем, и будет видно, что делать дальше. Что мы будем делать, это мы, конечно, все заснимем. Что заснимем, смонтируем и покажем. Как-то вот так. Так, ну вот, приехали на протоку нашу. Как мы видим, не знаю, зимой ловили, не ловили. Видно, что стоят палки. Видать, протягивали сеть или на первый лед, или сейчас уже. И почему-то ни одной свежей лунки. Странно, в это время обычно народ рыбачит. Раньше, лет 10-15 назад, здесь ловился сик, хариус, хорошо ловился в это время вот весной. А потом выход этого ручья на речку замыло, глубина стала мелкая, и рыба сюда не заходит. Но каждый год проверяю, иногда нет-нет, да хариуски поклевывает. Так что проверим и на этот раз. Погнали. Ну, наш Урал. Поехали. Как мы видим, лед еще достаточно довольно толстый. Но, несмотря на все это, если потеплеет и начнет таять, все это очень и очень быстро все растает. Получается, выше колена еще лег. Лед выше шнека. Сантиметров 70-80 еще здесь. Так что еще, как говорится, еще зима у нас. Зима. Ну и три лунки сначала сделай, потом видно будет. Хватит. Вот такой вот бананчик типа медного, который окислился уже. И такая вот муха-муравей. Сейчас попробуем. Если хариус есть, если он хочет есть, в принципе удар должен последовать сразу. Потому что
Видно, что здесь давно никого не было. И если рыба немного поднялась, то она должна, по идее, здесь собраться. Так, все, дно нашли. Дно нашли. Сегодня погодка вообще прелесть. Если вчера был ветер, и несмотря на -5 было очень-очень холодно, то сегодня он пробурил 3 лунки, даже электробуром, и тот вспотел. Жарко. Жарко. Ну ты смотри, нет? Никого. Ну сейчас мы проверим эти 3 луночки и глянем камеру Калипсо. Бывает и такое, что вообще рыбы нет. Прошлый год, но это где-то было в марте, правда, чуть раньше. С Ромкой проверили, не ловится. Камеру засунули в воду, посмотрели, никого. А через месяц, вот так вот где-то уже в конце апреля, Харю здесь поклевывал. Бывает и такое, что он здесь есть, но отказывается брать никакую мормышку. Какую бы мормышку ему не подавали, он брать не будет. Бывает еще здесь клев перед заходом солнца вечером, тоже неплохой, перед темнотой. Если сейчас с утра немножко поклюет, можно будет заехать сюда и вечером. Ну, пока тишина. Ладно, друзья, до первой поклевки. Разошелся, блин. Заставь дурака молиться, башку расшибет. Я, говорит, никогда в жизни электробуром не бурил. Дай, говорит, попробую. Попробовал, вон, остановиться не может. Уже сколько лунок? 30, наверное. Точно, 30 точно будет, вон. Взорвал всю протоку, блин. Бурит и бурит. Остановись уже. Так-то, говорит, что не бурить? О. Хлебом не корми, дай побурить. Я так ручным буром так не заставишь было бурить. Да хватит, давай это, Ром, уже хватит. Оставь немножко, мы зарядку уже не взяли этого. На озеро оставь немножко заряда. Разбурился, пришел тут херачит и херачит. В общем, поклевок нет. Ну, как бы не зря приезжали, вот, набрали воды, 5-шку для чая, потому что озерная вода там вонючая. И поменяли воду для живчика. Очень много живчиков подохло. Вон один, походу, опять. Ага, вон еще один подох. Кулема. Вон у нас осталась живых одна плотвичка. Вот это тоже вроде кулема. 5 месяцев жили, а тут от нехватки и осталась у нас одна плотвичка и 3, 4, 5 окушков. И мальков тоже вот очень много подохло мальков. Мы их, правда, не выкидывали. Вот собрали все это. Собаке потом отнесем. Ладно, поклевок нет. Не знаю, Рома, наверное, зря не зря пробурился тут. В общем, посмотрим камеру Калипсо. Если рыбы нет, время терять здесь нечего. Поедем на озеро. За чистой водичкой приезжали. Здесь вот впадает лесная река. Сюда вот. Здесь протока углубляется. И с выходом на Печоры. Повторюсь, здесь было раньше рыбы очень много. Пока был выход глубокий. Как только выход замыло, рыба перестала сюда подниматься. Так, ну что, смотрим. Посмотрим камеру. Что так ничего не клюнуло ни разу? Офигеть. Так, ладненько. Камера Калипсо, камера Калипсо. Камера Калипсо, 3-4 бум. Ты скажи нам, камера Калипсо, рыбу мы сегодня ловить бум или не бум? Так. Вода здесь чистая. Должно быть видно хорошо. Так, ну что, давайте смотреть
Вместе включаем. Давайте смотреть вместе. Что-то не так-то и хорошо и видно почему-то. Ничего не понимаю. Что-то я не вижу нифига. Не то что рыбы. Все что-то мутное. То ли камера замерзла, то ли что. Так. Нет, себя я вижу. Так. Там глубина помельче, нет? Мы ж с тобой были, да, прошлый год здесь смотрели, тоже вообще рыбу не видели, да? Нет, наверное. Как нет? С избы возвращались. Первый выезд на избу был. Забыл уже, что ли? Что-то ни хрена не видно. Я думал, вода прозрачная. Вот. Это муть. Нифига не вижу. Странная вода чистая. Я думал, лучше видно будет. Она какая-то желтоватая, да? Обычно здесь прозрачная бывает вода. Так. Третью лунку посмотрю. Видно, не видно. Не знаю, может быть при монтаже будет видно, но пока я нифига не вижу. Отражается. Ну, немножко стало видно. Ежик в тумане. А рыбы, походу, здесь нет. Вон, это муть всякая грязная. Почему не видно-то? А вон дно, а рыбы нет. Получается, до того здесь мелко стало в устье, что рыба сюда вообще не поднимается. Но малек-то должен быть. Здесь малька километр обычно бывает. Нифига. Ладно, еще одну лунку посмотрю. Последнюю. И все. Вот здесь вот ближе к берегу. Так. Вообще ничего не видно. Отражает еще, блин. Отражение идет. Зимой хоть видно было, тогда смотрели здесь, сейчас вообще. Ладно, не будем тянуть кота за хвост. Выключаем. Взорвали плес, протоку. Ничего интересного. Ну ничего, зато водички набрали. Поехали лучше на озеро. Погнали. Да? 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 Да. С добрым утром, озеро! А утро действительно доброе, потому что вон, въезжаем, один загар я уже вижу. Один загар, одна сработка, это значит надежда на щуку. Погнали, проверим. И походу только действительно только один загар есть. Леска не натянута. А? Леска не натянута. И не вымотана, да? Угу. А как так?
Значит, сложная сработка получается. Фигня полная. Ну-ка, замерзла сильно? В принципе, так. Нет натяжки, да? Плотва. Кулома, да? Угу. Надо нацепить живую. Это не выкидывай пока. Может еще пригодятся. Ну вот. Так радостно было, когда увидел загар флажка. И все. Ладно. Чё? Проходим по всем жерлицам, получается, и меняем живцов, что есть. Мертвых на живых. А там видно будет. Все-таки была надежда, что вчера был не клевый день. Что рыбы здесь нет, я не поверю. Рыба здесь есть, просто она пока не хочет есть. Ну в день хотя бы по щучке-то надо. Последняя плотва. Угу. Получается, ты это, нагиб ты в голову втыкаешь ей. А, все, нормально. В голову стреляю, а не в яйца. Вижу, жрать он меня идет. Грузик. Да. Плотвы больше нет. Не. Остались одни окуньки. И сколько их там? 3. Как уже кулома. 3. 4 штучки. 4 живца осталось. Сегодня мелких, значит, не выкидываем. Сегодня берем. Что-то раскрутило немного, видать, и отпустило. Это сейчас, когда доставал. Да? А Ага. что, от чего сработало тогда? 3 раза-то крутани. Да, крутанул. А? Крутанул уже. Да? Да. Мгм. Так, ну что, к сожалению, больше сработок нет, загаров нет. Сейчас я попробую, возьму живцов, поменяю, повешу новеньких, свежих. Ты пока езжай туда, где мы ловили, или в начало, или где. А я пешком приду, потихоньку менять буду. Мы не сдаемся. Зубастую хотя бы одну в день надо поймать. Мы это сделаем, да? Ну, загадали мы около 10 зубастых, придется это 10 дней жить. Будем 10 дней жить. Попробую на мальков насадить. Давай, поехал. Так, друзья, меняю живцов. И мне кажется, я понимаю, почему нет сработок, почему не ловится щука. В общем, ни одного живого живца, все живцы сдохли. Я уже заметил, в течение нескольких лет здесь рыбачу. Живец 2-3 часа живой, потом подыхает. Это интересное озеро такое. Скорее всего, здесь нехватка кислорода. Не знаю почему, но живец, насаженный на крючок, как бы ни насаживали за спину, за жабры, он долго не живет, сразу подыхает. Я так думаю, здесь единственный выход из положения — это живучие живцы. Это гальян озерный, ну и возможно карасики, небольшие карасики, только их сложно будет поймать. А так вот, если пока живец живой, скорее всего,
Щука, если увидела, перед подносом попала, хапнет, поймаешь. А дохлого живца, вот такого живца, он хоть будет день, два, три, стухнет на крючке, щука этого живца уже. Потому что это не живца. Не живой, значит не живец. Не живца щука не берет. Как-то вот так. В общем, насадили сейчас живчика. И теперь попробуем гальяна речного. Он по выживаемости не так, как озерный гальян. Ну, немножко, я так думаю, часика 2-3 он поживет на крючке. И за это время, если щука увидит его, возможно, может хапнуть. Так что меняем всех живцов и, если успеем, съездим на другое озеро еще. В общем, пока я менял живцов, Ромка тут немножко... Сколько штук поймал? Штук десяток? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, 6. И все, да? 6 окушков поймал, достает камеру Калипсо, говорит, давай посмотрим. Да, говорю, здесь темно, ничего не видно. Опустили, говорит, я вижу возле льда, там не знаю, что он видел, но потом ниже посмотрели. Действительно, окунь плавает, не крупный, мелкий окунь, но его видно. Так что давайте посмотрим вместе этого болотного окуня. Ну-ка, дай-ка. Так, включаем. Включили камеру. Ромка тут намутил уже все. Мути тут хватает. Тын-тын-тын. Вот они тут вот плавали. О. Нет. Еле-еле двигаются, плавниками еле-еле. То есть 0 активности. А ты хочешь блеснуть туда, она у тебя застряла во льду. Так. Намутили. Вот, нет? Нет. Возле дна ты блесну держишь? Угу. Возле самого дна. Вот блесна, видишь? Вот это блесна. Блесну видим, а окуня не видим. Но окунь был. Я сам его видел. Ну фигня какая-то полная. Тут намутил ты уже. Пара окуней было. Ладно, еще одну луночку сейчас посмотрим. Мне кажется, надо дергать с этого заморного озера нафиг. Что-то в этом году оно мне совсем не нравится. И окунь клевал. Крупного окуня совсем нету на этот раз. Тут бывало и крупный поклевывал. Сейчас нет никого. Хотя пара окуней, окушков я сейчас видел. До того, как включить запись. Не. Вот она блесна. Вот он окунь, видишь? Рядом прошел блесной, вот он плавает. И пофиг ему на твою блесну. Совершенно вот здесь вот блесна. Где-то прыгала, скакала. Кто не скачет, тот блесна. О, вот она. И этому окуню ровно. Вообще пофиг на эту блесну. Ну, это может быть и камера сейчас пугается. Да, это не окунь. А нет, окунь. Вот он. Ему пофиг вообще. 0 эмоций. Рыба в полном коматозе. Вообще никакой активности. Видать, сегодня просто не клевый день. Но если не клевый день на этом озере, это не значит, что не клевый день везде. Так что поедем на другое озеро. Выключаем.
Поедем на другое озеро. Или чай попьем сначала. Перекусим, нет? Или пойдем там Сколько уже? ехать? Ну, где-то минут 40. Да, наверное, там что? Ну, поехали туда тогда, значит. Ладно. Дай бог. Живцов всех поменяли. До вечера что-нибудь да будет. Пока спасибо озеру не говорим. Ну как не говорим? Спасибо за 5 окушков, что поймали. В общем, фигня полная. Ладно. Меняем озеро. Будем искать. Что-нибудь да все равно найдем. Погнали. Ну вот, с горем пополам приехали мы на это озеро. Еле нашел, потому что вон, как мы видим, все болота уже без снега. Было очень много воды и замерзло по новой. Немножко поблуждал, но все-таки нашел. И к моему удивлению, почему-то на этом озере нет ни одной лунки. То есть народ в этом году еще не рыбачил. Достаем электробур, бурим лунки и начинаем. Проверим, а вдруг, чем черт не шутит. Погнали. Лед не очень и толстый, может не стоит на буксе тут стоять? Не провалится? Да, нет, для бухта, мне кажется, здесь на машине мимо, кажется, можно ездить. Ну пока да, пока корка, верхняя корка пока держит, да. А если солнцем припечет, там снизу каша. Так, ну что, мне уже не терпится, я, наверное, попробую. Потом пробурюсь, если что. Так, оставляем ледобур. Берем блеснилку, потому что, в принципе, на этом озере на блесну всегда ловилось лучше, чем на мормышку. И будем пробовать. Хотя прошлый год приехали, на блесну я ничего не поймал. По приезду Серега сразу 3 или 4 поймал. Потом перестало. Да. Самое интересное, что здесь, во-первых, окунь немножко покрупнее, чем на Царском озере. Во-первых. Во-вторых, здесь один раз мне сломала удочку и один раз оборвала леску. То есть здесь реально есть что-то крупное, и мне все хочется поймать этого крупного. У меня что-то пока это не получается. Никаких ручьев, никаких заходов, выходов здесь нету. Озеро болотное. Откуда здесь рыба попалась, никто не знает. Оно очень глубокое тоже, во-первых. Во-вторых, кроме окуня здесь никакой другой рыбы никто еще не ловил. И окунь как бы стандарт. Вот такой. Хотя раньше-то пацанами мы еще бегали сюда летом ловить, а сейчас навряд ли кто-то сюда приходит. Так только на последний лед может быть. О, опа, есть. Есть, вот он. Покрупнее, да? Ну да. Вот и первый окунь нашего раскаленного озера. Не ищите на картах, это название я придумал сам. Вот так вот, первый окунь есть. Такого уже приятнее. Ты на что, на рыбышку? Да. Ну, я не знаю, мне кажется, сколько здесь... В принципе, как правило, здесь блесенку любят больше, чем мормышку.
Так что можешь не боясь. Оп, видишь, опять удар был. Так что можешь не боясь даже попробовать той толстой веревкой. Мне кажется, если он ловится, он и на ту будет хапать. Зато если ты этого монстра поймаешь, уже не порвет-то эта веревка. Была еще поклевка. А в принципе уже хорошо, Йенсекаден. Ну, бывает и так вот. Приедешь, поймаешь с десяток, а потом тишина. Вот хрен его знает. Учитывая то, что сейчас на том озере, где мы были, оп, есть. Рыба ловилась плохо. Ну вот этот уже меньше, но для того озера это крупный. О. Тот желтый, этот какой-то черный. Разноцветный. Вот желтые крупные окунярики здесь. Возьми блесну, Ром. Я тебе серьезно говорю. Попробовать стоило. Ну да, Серега прошлый год поймал на мормышку. Кстати, он на мормышку и поймал сначала. Блесна вообще не работала, а потом вообще даже ни на мормышку, ни блесну. Ветер поднялся и перестал вообще ловиться. Ну, можешь на балансир попробовать. Потом, если что, балалаечку с маленькой блесенкой, она уж по-любому поймает. Если бы не это похолодание, уже, наверное, здесь на болотах гусей было километр, да? Может быть. Что-то едет? А? Ветер. Нет, что-то едет где-то по насту. Может, Никитос? Так, все. Пока все. 2 окуня поймали. Но как бы здесь тоже надо ходить. Они в одной куче не стоят. Самое большое штук 5-6. Поймаешь и все. Чертов телефон. Алло. Здорово, Иван. Слушай, мой термос у тебя. Да, дома он. Зайди, Валя дома. Я на рыбалке. Ну еще где ты на рыбалке? Я сейчас вот только-только на Дон-Ты приехали. Не пробовал еще, да? Ну, закинули, 2 окушков поймали. Ну так-то, блин, сейчас хорошо ездить, да? Нас хороший. Да тут не нас уже, на болотах тут уже вода и... Звонил Иван Григорьевич сейчас. Поговорили, говорит, сходил на рыбалку. Возле поселка есть речка такая, Мылва. Лед, говорит, уже плохой, но поклевало, харю, сик, половил. Тазик, говорит, поймал, довольный. Вот мыло сегодня дала немножко рыбки. Вот с утра хорошо клевало и в обед. И я уже дома. Так что куда-то в какие-то края с Иваном Григорьевичем ездили, ничего не поймали. А тут он возле дома наловил. Когда как. Все, что ли? 2 окуня и все? Так, ну вот, вроде как поймали сразу 2 штуки. Потом было затишье, пробурили. Ромка пробурил здесь вот 7 лунок. 5. Так, раз, два, три, 4, 5. 6 лунок. И вот уже 4 окуня еще поймал. Ромка вообще гоняет здоровую блесну. Нормально, хороший окунь, да? Да.
крупную блесну с поводком. И то взял. Ну, вот это уже добренький. Приятно тащить. Упирается, аж в сотку еле лезет. Буква изю выгибается. В общем, как я понял, надо искать его. Неактивный, еле передвигается, но если под нос попал, то некоторые соблазняются. Но не супер клев. Как бы не в полном коматозе, но торкнутый это точно. Ну что, рыбалка, обед по расписанию. Что-то не вижу и активности клёва. Конечно, мы еще сейчас пообедаем, побуримся. Вдоль берега лунок 15-20 здесь, лунок 30 там. Ну, проверим, будет клевать хорошо, нет так. Ну, нет так и нет. Пока обедаем. Ветерок опять поднимается что-то. Ты что говоришь, что на этом озере еще не был? Нет. И как тебе озерцо? Приятно, хоть покрупнее окунь, да? И он здесь его немало, просто, видишь, не ловится. Как-то года 2 назад с Иваном Григорьевичем, я говорю, ты рыбачишь там? Я говорю, с разведкой съезжу, ловится тут, не ловится. Найду, не найду, у меня даже не отмечено было, я просто пошел искать, нашел. Ну, поймал килограмма 2 где-то, вот хлебный пакет был, полный хлебный пакет, хороших окуней. Прихожу, Григорьевич такой довольный. Ну где ты ходишь? Тут у меня окунь хороший клюет. И вот таких крупных где-то он штуки 4 поймал, остальные вот это шалупень. Я говорю, ну я тоже поймал. Что поймал? Я говорю, окуня хорошего. Где? Я говорю, там. Да ладно, я говорю, вон смотри, он такой. Поехали! Время уже где-то 4 час, наверное, вечера. Я говорю, так скорости нет. Поехали! Обратно, оттуда, блин, сюда. И половили еще где-то килограмма 2-3, потом вообще перестал ловиться. Ну, довольный такой, не. Вот сейчас он звонил, он говорили, термос ищет. Там, говорит, окунь должен быть. Ты только, говорит, на блесну лови. Я говорю, ну, конечно. Взяли все, да? Что? А что за ложек? А, ложки как бы зачем? Я специально их оставил сегодня. Так, главное, хлеб есть. Поливай, что ли? А то уйду. Не густо. Такие просторы, блин. Ни одной утки, ни одного гуся нет. Где-то тормознулись, наверное, от холода. С одной стороны, хорошо, что холодно. Чем дольше держится холода, тем дружнее будет весна, тем дружнее полетит утка. С другой стороны, тем дольше еще лед постоит, вот что плюс. С другой стороны, как бы если какой тепло, плюс от того, что лед стоит? Дольше зимней рыбалки будет. Позже весенняя охота. Рома не успеет в утке поохотить. Нормально успеет, зато утка дружнее пойдет. За то, чтобы успел. Что, сало кончилось? Да. Твое есть. Нарезать? Не знаю, или колбасу сначала съесть. А пока в вакууме ничего и не будет. Тут я начал замерзать, сам, наверное, пробужу сейчас. О, солнышко даже показалось немножко. Щелочку нашло.
Удивительно. И спряталась обратно. Так, обед, друзья, нам добавил сил. И вот смотрите, вот отсюда тык-д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 ык. Взорвал ту сторону. Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык сюда. Лунок 70, наверное. Хочу посадить батарейку. У меня что-то это нифига не получается. Считай, лунок 30 на протоке просверлили. Лунок 70 уже здесь. И до этого еще от лунок 10-15, наверное. Я устал. Электробур не... Батарейка не заканчивается, блин. Че, и были поклевки, нет? Ты попробуй на ту маленькую блесну. Крупную, может, не хочет. Так, ну все, беру стульчик. Не знаю, успеем, не успеем до вечера попробовать все наши лунки, что пробурили. Ну, попробуем. По крайней мере, до обеда поклевки были. Вот 9 окуней мы поймали. А почему бы нет? Позапрошлый год мы тут с Иваном Григорьевичем ближе к вечеру даже ловили. На улице минус. Лунки замерзают. Лунки замерзают. Так, ну что, смотрим. Сидя-то, оказывается, удобнее. После броска выжидаем паузу, вот буквально секунды 2-3, бывает даже потом вот после 3-4 секунд бьет. Если бьет, если нет, то хоть что с ним делай, он уже бить не будет. Ладно, лунок много, долго над одной лункой не сидим. Оп, только что хотел уйти, и вот она поклевка, вот он хороший окунь. Только что хотел сказать, что долго над одной лункой не сидим. Не, в перчатках я рыбу ловить не умею, как некоторые. Это же капец полный. Как можно ловить рыбу в перчатках? Он как жадно заглотил. Вот сколько удочка стояла здесь с блесной, с подсадкой окуневого глаза. Ни одной поклевки не было. Вон, вы сами видели, сколько я. Раз 10 подкинул, не больше. И была поклевочка. И хороший окунь уже на льду. Так что все равно долго не сидим. Так, где у нас? Так, вот он. Вот она, блесна. Так вот, раз. Не больше 10 раз. Если рыба есть, если она хочет есть, она ударит. Не хочешь, как хочешь, поехали дальше. И вот так вот. Получается где-то около 1 минуты на каждую лунку. 70 лунок, 70 минут, если ловиться не будет. Озеро очень глубокое здесь. По центру вообще глубина здоровенная. А тут возле берега буквально метр разница, уже пару метров глубина. Оно, не знаю, карстовый провал какой-то, блин. Все, не теряю надежды поймать того монстра, который сломал мне однажды удочку и раз порвал леску. Там килограмма 1,5, не меньше, может даже больше.
что за рыбина, мне просто интересно посмотреть, хоть почувствовать. Нифига. Ладно, в общем, промониторим все пробуренные лунки, вот, которые пробурил с обоих сторон озера. А еще бурить и бурить там дальше. Дальше идет озеро чуть помельче уже. Сейчас, если время останется, если что-то поклюет, может быть, и там побурим тоже. Пока проверяем здесь. До первых поклевок. Ну вот, свежая лунка. И сразу же 2 окуня вон дают право на включение камеры. Вот и 3. Получается, если рыба есть, она клюет. Значит, надо ее искать. Будем надеяться, что количество пробуренных лунок нам даст качество пойманной рыбы. Ромка, возьми поменьше блесну, попробуй. Так, что не говори, а в рукавицах неудобно. Оп. 4. Или ты хочешь озерного монстра выловить? Мы ищем легких путей, мы ищем тяжелых крокодилов. О как. Оп. 5. 5 окуней подряд уже. Правда, не такие крупные, как бы хотелось бы. Но собачки пойдет. Здесь мелкий окунь такой же, как там крупный. Оп, еще поклевка. Вот это уже мне нравится. Это или нашли стайку, опа, как она дернула. Или нашли стайку, или пришло время клёва. Так что, оп. 7 стандарт. Мелкий стандарт. Вот один более-менее, остальные по мелочевка, блин. Ну, приятно, все равно приятно, когда бах, блесну бьет. Это красота. О, вот так вот. Нравится мне это дело. Ну, давай. Давай. Давай, 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 давай. Ну, блин, сорта вытащил. По зубам. По зубам. Ну-ка, если потрясти вот так. Не, надо остановить вот так вот, чтобы мертвая точка была. И тогда вот он мертвую точку эту атакует. Раз. Вертикальная блесна хоть и не балансир, но все равно надо давать паузу. Вот чем дольше, тем лучше. Этот, походу, мелкий. Ага. Так, мы тебе позаимствуем глазик у тебя. Попробуем нацепить с подсадкой глаза. Так, ну вот. Бочка с рыбой здесь закончилась. Сколько поймали? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
еще получается не закончилось. 14 и 15 мелкий. Поставщик глаз. Один глаз я у него уже взял, второй наготове. 15 окуней с одной лунки. Так, в общем, рыбалка продолжается, поклевки есть. Где пустых лунок практически нет. Вот на этой одну, там вот 15, там 4, там одну. И здесь вот 3 окуня уже поймал. Поклевки продолжаются. Но я сейчас посмотрел в кармане, у меня, в общем, нет запасной батареи. Не знаю, насколько хватит этого аккумулятора. Сегодня поснимал уже немало. Оставим, в общем, на подведение итогов. Поклевки есть. Вот окунь есть, поклевки есть. Рыбалка классная. Да и, в принципе, показывать одно и то же, думаю, мало чего интересного. Когда слишком хорошо ловится, когда поклевка следует одна за одной, становится просто скучно. Не знаю, кому как. Мне-то, конечно, это нравится, но смотреть, как кто-то дергает, я не знаю. Я так думаю, я бы, наверное, устал смотреть, как человек вытаскивает с одной лунки одну рыбу за другой. Так что пока выключаемся. В принципе, все одно и то же. Окушок средних размеров. Попадается чуть покрупнее, но реже. Мелочи практически нет. Сделаем короткое включение при подведении итогов. Не знаю, поедем ли сегодня проверять жерлицы. Скорее всего, нет. Потому что это надо делать огромный крюк. Попробуем срезать, так как бензину маловато. И главное, сегодня добраться до избы. Сегодня вечером хотели приехать ребята. И Серега мне должен привезти, обещал, бензинчику. Вот, ну как-то вот так. Пока все, выключаемся. Ну вот. Не хотел уже было снимать, но прощай, последняя хорошая блесна от Михаила Пантелея. Опять бешеный удар. Очередной. И опять обрыв. Леска не выдержала. Леска где-то здесь 0,18, наверное. Просто как будто топор повесили, бам, туда и все. Опять то же самое, бешеный удар и все, блин. Тут трава. Ну, я сначала траву, потом на 30 сантиметров выше поднял. Я говорю, наверное, муть вся. И все, блин. Даже поднять не смог, блин. Не то, что не смог, он меня просто сразу оборвал, да и все. И оборвал так высоко еще, вон. Где протерлось? Или протерлось, может, узелок был, не знаю. Но факт то, что он просто удар такой, как будто топор туда повесили. Ну как-то где дно? Видишь, нет? Да. Я тут дно. Дно. Малое дно должно быть на уровне этого. На уровне льда. Вот ты так. сидишь, а у я-то стоит. Ну все равно вот так вот где-то. Ну, сядь. Я сейчас пойду за удочкой второй. Прежде зацепился, нет. Попробуй, может. Блин, блесну жалко, блин. Блесну жалко. Ратлина? Нет. Ладно, попробую это на балалайку половить еще. Ёшкин кот. Так, ну что, давайте подведем итоги. Время 17:39. Без 26. Ромка уже всю рыбу собрал, что накидали возле лунок. Итого. Давай посмотрим, что у нас сегодня. Пол ведра 10-литрового. Ну, грубо говоря, чуть больше половины ведра. Вон. Вот были бы такие все, было бы оно полное. А так, ну, покрупнее все равно, чем на том озере, да? Ну да. Немножко. Все, поклевки что-то прекратились. На улице стало
Холодно, поднялся ветер, начало темнеть, тучи набегают. В общем, хотел я поехать, Ромка, напрямую, но все-таки, наверное, рискнем и прокатимся по жерлицам. Вдруг там что-нибудь есть, да? Да, и думаю, сейчас стемнеет, потом у тебя фару-то мы так и не сделали, а напрямую где потом в лесу дорогу искать? Ну, напрямую-то тут как бы ближе, раза в 3, наверное. Вот так вот проезжаешь напрямую, но там, видишь, по лесу надо ехать. Вдруг где-то бурелом дует, это что-то тут по своему следу поедем. Даже не по своему, а попробуем срезать. Нормально, срежем. Опа, 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 напоследок. Опа, сход. На первой лунке, где я поймал первого окуня, была поклевка и сход. Ну-ка. Блин, напоследок, давай еще одного. Уже не было поклевок, уже не было надежды, и вот клюнул, поиздевался и плюнул. Все. Нормально. Не работает? Ну, пусть прогреется немножко. Ну все, хватит. Ну вот и все. Раскаленное озеро. Спасибо большое. Порезвились. При всем бесклеве немножко, да, поймали. Отлично. Янцикаден. Ну а сейчас все-таки съездим на Царское озеро и глянем одним глазом хотя бы жерлицы. Свежих мальков нацепил, надежда есть. А вдруг? Погнали. Все забрал? Вроде да? Погнали. Дай бог, чтобы бензину хватило. Буксует. Лишь бы не провалиться никуда. Ну, хоть глину смажем немножко. Все, погнали. Встречаемся на Царском озере.